Когда смотришь на графику Заремы Троссиновой, почему-то дрожит душа. Откуда это ощущение? Четкие, часто прерывистые, как вздохи волнения, линии карандаша, черно-белая палитра, лаконичные образы. Но что-то в этом есть такое, что как будто слышишь, как с неслышным звоном бьются друг от друга жемчужины. Видишь, как крыло ласточки вычерчивает тонкие узоры в высоком крымском небе. Чувствуешь, как ветер, едва касаясь лепестков, шевелит цветами жасмина, как волна, вышивая на кромке воды пенным кружевом, трогает твои босые ноги. Это как откровение, как открытие, как сопричастность. Это Зарема Троссинова. Зарема Троссинова – заслуженный художник Крыма, иллюстратор более 200 книг, лауреат более 80 всесоюзных и международных выставок и конкурсов по книжной графике. Ее работы хранятся в музеях и частных коллекциях Крыма, Польши, Германии, Турции, Канады. Родилась в Акмесджите в 1939 году. 18 мая 1944 была депортирована в Узбекистан. Специальное образование получила в 2 вузах Ташкента. Там же заслужила свою первую славу художника, графика, художника-иллюстратора. Это сухая информация Троссиновой, просто статистика. А статистика не передает ни вдохновения Творца, ни движений рук, сплетающих из порывов своего сердца тонкий узор рисунка, ни горечи потери Родины, ни счастья ее приобретения после долгих лет разлуки. Саба чхам вот топеге. Селям алейкум, Крым, ветанам дим. Обязательно. Это не шутка, на самом деле так. Bahçelerde gezersin, bahçelerde gezersin. Вы знаете, я никогда не думала, что я вот такая вот какая-то там особенная. Нет. Вот клянусь всем сердцем, я никогда не думала. Я знала свою работу, я делала ее, ну не то что добросовестно, вдохновенно, с удовольствием, да, но то, что я вот знаменитая, это мне вот говорят, знаменитая. Ну какая я знаменитая? Обыкновенная дочь своего народа. Жизнерадостный человек я. Благодаря этому я и не унываю, можно сказать. Когда началась война, этой девочке не было и 2 лет. Ей не было и 5, когда 18 мая 1944-го солдатским прикладом в дверь постучалась черная беда. В доме девочка была только с мамой. Отец Абдурахман Джилилов, актер Крымско-татарского театра, воевал на фронте, а 2-летний брат Осман был в яслях. Тогда Зарема и ее мать Сундус Ханым его и потеряли. Матери не позволили забрать с собой в депортацию 2-го ее ребенка. Как вы думаете, вот депортации, вообще сложности жизни, они как-то отпечатались на вашем творчестве? У меня есть посвящение маме, многие работы, потому что у нас как раз была трагедия такая, которая не минула многих наших семьи. Сколько семей было, потерянные дети, отобранные дети. Когда нас высылали, нам просто не дали забрать этого ребенка из круглосуточной ясли. Тогда мама пошла только на работу. И же 18 апреля наши пришли в Симферополь, и мама тоже на работу устроилась. Это комитет по ущербу, нанесенного немцами. Я в одном садике, в другом он. И я эту ночь помню. Когда высылали вот этот вот человек, это огромный, мне казалось, он такой огромный, он ходил по комнате и все время понукал, а мама металась по комнате. Это лампочка, это свет, это метущийся. Все это я помню хорошо. Ничего не взяли, у меня босиком почти была, а нам шашмала. И в машине там одни женщины и дети.
вот эти студебекеры. Я даже помню, что мы впереди сидели, машину и взять ребенка. Когда мама стала просить, стучать вот это, я помню хорошо, кабинку, чтобы открыли, а он ее прикладом, она хотела броситься с этого туда, а женщины ее остановили, потому что Сен-Балан Халаджах, ну, искали, много писали, кому только не писали, но не получилось, ничего не было известно. Агния Барто тогда написала: мы не разыскиваем детей, которые были в оккупации. Вот так письмо. Много писем, целый чемодан писем у нас сохраненный. Мать Заримы Тросиновой, Сундус Халилова, всю свою жизнь посвятила дочери и ее семье. Она умерла уже в Крыму, унеся с собой в могилу счастье возвращения домой и горе матери, потерявшей сына. Жизнь тяжелая, может быть, и была, особенно в детстве, наверное, когда мамочке было очень трудно, когда мы с мамой одни были. После того, как мы попали, где-то 46-е, когда я в детдом там попадаю, потому что мама в больнице. Тогда было тяжело, да. Мы скитались по квартирам, как говорится. Но это те времена. Мама вынесла много, но она постаралась мне дать все, учиться, учиться, учиться. Только вот, чтобы высшее образование, чтобы специальное образование. Где-то вышивала, продавала, где-то полы мыла. Вот так вот героически она меня вырастила. Дала мне все, что можно дать матери. Заботливая, любимая, уникальный человек была. Замечательный человек, с большим сердцем. Зарима Тросинова окончила Республиканское художественное училище имени Бенькова в Ташкенте и отделение графики Ташкентского театрально-художественного института. Сегодня в ее творческом багаже сотни проиллюстрированных книг и проектов, в которых точность руки мастера диктуется гордостью ее крымско-татарского сердца. Ну, начала я работать с книжной графикой татарской. Мне хотелось, чтобы в книге не просто сухой текст, допустим. Мне хотелось показать, что у нас было, что мы потеряли, что у нас отняли. Поэтому, возможно, многие дети, которые учились и видели мои картинки в книгах, и детских картинках, и учебниках, и в поэзии, вот, они видели, что вот тот Крым, это сказочный наш Крым, все только о Крыме. Я графику люблю. Почему? Потому что графика – это как скрипичная музыка, как классическая музыка. Это потому что там ты должен быть точным во всем. Білесім, Зарема Абдрамановна о bizim sanatımız için, medeniyetimiz için, hem de zemanevi tarihimiz için ayrı bir kısmını tutkan insandır. Onun kıymetliliği daniyede, sürgünlükte bolğanda milletimiz için onun bu ince, böyle en duygulu, hem sevgimen yapılgan bu süretler demek. Bizim milletimiz için o sanki vatan duygunun sayfelerinin böyle bilesin kaplaylarda kurutulgan yaprakçıklarman onu hayal için, hatıra için hem de gelecekte inşallah bunu avdetimiz için demek onun ince bir nesi var idi. Zarema Abdramanov'un yapkan işi o materializovala Kırım'ın duygusunu. İnsanlar kalem gibi. O hayatını kendi çeker. Ama biri kırılır, biri kalemini keskinleştirir ve çizmeye devam eder. Zarema Abdi böyle ressamlardan devam etken ressamlardan. Ben Taşkent'te okuganda tanış aldım Zarema Abdi'nin. Ve bana bu teren böyle kanatlandırdı ve gurur duydum. Zarema Abdi'nin evinde ilk kere Kırım Tatar milli örneklerini gördüm, nağışlarını. Kırım Zarema Abdi'nin evinden başlaydı bana. Помним все художники Средней Азии, и мы как бы исходили именно Зарема Ханум, потому что она была как бы лидирующей какой-то, то есть мы притягивались к ней. А ее искусство действительно уникально. Это
утонченное видение графики, образы настолько теплые, родные, именно вот то, что мы думаем и что видим. И вот это ее преимущество. И я очень горжусь тем, что я ее современник. Особенно она раскрылась в книжной графике. И прекрасно она начала делать эти иллюстрации. Сен билесің, не үшін мендесіне халық себе? Оның япқан ішлері, все нелері в основном светлые, прекрасные, красивые работы. Халық өзін бірінші сефер, бірінші кере халық өзіні оның ресімдерді көріп, бақып, қуанды. Біздер де адамға оқша екенбіз де. Народ с прекраснейшей душой, с прекрасной историей. Вот как раз Зарема Шоны Коферна. Наши татары теперь каждый двор очистили, посадили деревья, посадили сады, виноградники, цветы. То есть все люди строили ветан курдлар. Это не просто слова, это мы на своем горбу вынесли. Жизнь побеждает. Вот эта родина наша, мы ее строили со всех сторон. Вот сейчас и наука, в литературе, искусстве, везде. Мы-то стараемся, у нас потенциал большой, творческий. И мы все равно, несмотря ни на какие препоны, мы все-таки работаем. Над собой работаем, нация над собой работает. Это не пустые слова. Нация растет, она никуда не идет, она раскрывается еще больше. Как бутон. Она все набирает силу, как росток, лишь бы нам не мешали. Словосочетание «Зарема Тросинова» звучит так же неотделимо, как птица и небо, волна и море, Крым и крымские татары, как сердце и любовь. И не случайно. Звучное имя Зарема ей дала любовь родителей, а Тросинова – фамилия другой любви, первой, незабываемой, трагической. Али Тросинов, муж Заремы ханым, активист крымско-татарского национального движения. В 1968 году, после одного из митингов, он был задержан. В милиции его сильно избили. Последствием этих побоев стала опухоль головного мозга. Хоронили Али Тросинова всем народом. Ему было чуть больше 30. Я никогда не думала, что я встречу человека, который будет мне так дорог, близок, как вот, допустим, Али был. Али был уникальный человек, он необыкновенной широкой души был. Очень отзывчивый. И на 5-м курсе мы поженились. А он был в инициативной группе. Я его почти днем дома не видела. Он с работы убегал по делам. То ТП, Ангрен, то Ябугус, вот эти вот места, все они активисты там работали, информацией собирали, встречались с людьми. Когда у него были похороны, это было столько народу. Его на руках понесли от нашего дома, от Актепе до Чиланзарского кладбища. Очень долго тосковала, очень долго. И до сих пор мы не можем забыть, мы всегда. У меня дочка от него старшая, Лейля. Но я рада, что у меня в жизни все сложилось. Я никогда не думала, что у меня еще появится вот счастье в жизни такое, потому что потеря была невыносимая. Алим Усеинов уже 46 лет рядом с Заремой Тросиновой. Любящий муж и отец 2 их дочерей. Большой человек, большой художник. Своими руками, привыкшими, казалось, только к кисти и холсту, построивший их новый дом на родине. Бешилкечта. Я даже не думала, что у меня семья будет когда-то, что-то у меня еще получится в этой жизни, потому что там у меня была возвышенная любовь, это все было, светлая жизнь моя была там. И вдруг я встречаю однокурсника своего. Алим приехал с Москвы, весь такой творческий, в подъеме, борода, тогда никто бороды не носил, а он такой живописный. А у меня уже Лилечке было около 9 лет, да. И вдруг это, ну мы это сюда-туда, а я не думаю, там никаких помыслов, ничего не было.
Он же детдомский парень был. И я подходила к нему и говорила: Алим, может быть, ты мой брат? Он же тоже 41-й, оказывается, день рождения. Он родился. Нет, говорит, у меня мама, папа были. Он их помнил, 4 года ему было. Он знал, что он четко... А он такой хулиганистый был, у него кудри вот такие были, знаешь, такие, в сапогах всегда ходил. Вечно рисовал. Я, когда увидела его работы, я влюбилась в его работы, в первую очередь, да. Мы ходили, нас говорили: о, идут. Рука в ручке, только вот так ходили только. Мне было сколько? 32 или 33 года было, когда я женился. Я вообще не хотел жениться. Я считал, что всегда, что художник должен быть холостой, чтобы он был свободен. Bizler endi 46 yildan beri berabermiz. Endi 46 yil bo'ldi bizning uylanganimizga. Neda aklımda var 73. senesi, по-моему, 11. ya 13. dekabrda evlengan edim ben ona. Так что 46 yıl endi tasavvur edersin bu nasıldı bu? Bu kadar dayanmak bir insanın, это вопрос очень сложный, конечно, но я, женясь на Заремочке, приобрел, значит, родину и нацию приобрел. Я же не был, особенно-то я и татарин там не был. Понимаешь? Потому что я же детдома. Учащында детдомға түсіп, сон уже до 32, пожалуйста. То общежитие, то казармы там, знаешь, ветанны казандым десем болажақта. Самое большое приобретение мое, вот это вот именно народ и нация. В лице вот семьи. Вот она там, кайнанам там. Я не знаю, насколько я красивая или некрасивая, не знаю. Я знаю, что просто, может быть, как Карлсон говорил, я слегка обаятельная, или я очень говорила обаятельная. Но как мне удается, я не знаю, это, наверное, люди должны видеть. А вообще очень важно, что рядом со мной такой человек в моей жизни. Это мой муж Алим. Вы счастливый человек? Да, конечно, счастливый. Во-первых, я вернулась на родину. Это мечта наших родителей, бабушек, дедушек была. И, наконец, мы увидели. Сколько не увидела эту землю родную? Сколько? Ну, я бы не сказала, что бесцельно прожита моя жизнь. Бесцельно не прожита. У меня была цель, она реализовалась. Я могла, может быть, не в полную меру, как я бы хотела. Не в полную меру, потому что всегда бывало то, что что-то не получалось, ну, возможности. Хотя человек всегда может найти выход из положения. Но я рада, что я прожила, что я вернулась, и что я занималась своим любимым делом. То, что у меня люди встретились, очень много хороших людей, которых я ценю за ум, за чистоту помыслов. За это я люблю их. О высоком думаем, о том, что все-таки предназначение человека каково, что мы на этом мире, что мы такие, кто мы такие, для чего мы пришли в этот мир. Зарема Тросинова пришла в этот мир, чтобы дать жизнь 2 своим дочерям, чтобы принести покой в потерянное сердце своей матери и отдать его, когда пришло время, родной земле. Чтобы наполнить радостью 46 лет жизни любимого человека. Она пришла в этот мир и для всех нас, чтобы еще в постылой ссылке собрать по крупицам забытые узоры, цвет, запах, чистый воздух Родины и в раскрытых ладонях принести их нам, тем, кто родился вдали от Крыма, и тем, у кого его отняли. И мы вдыхали всей грудью эту память, черпали надежду, предчувствуя, предопределяя свою встречу с домом. Крым для многих начался с Заремы Тросиновой. С ней он живет и сегодня.